Добрый день, дорогие библиотечные работники! Сегодня у нас с вами интересная тема, которая называется так: проектирование турмаршрутов. Эти маршруты мы сегодня с вами разберем с вами этапы создания таких маршрутов, и на основании вот этой теории можно будет спокойно потом уже приложить все свои знания и умения на своих рекреациях, проектируя уже литературные маршруты по своей территории, кто где живет в Чувашской республике. Итак, начинаем. Так, давайте мы с вами разберем, что такое турмаршрут, и разберем этапы его разработки. Сначала определимся с вами в терминах. Туризм, это самые простые определения для того, чтобы ваше восприятие было максимально концентрированным. Туризм – это путешествие в свободное время. Вот если у человека есть свободное время, ему нужно где-то отдохнуть. Туризм – это прекрасная форма отдыха. Вот мы с вами как раз в этом поле и будем работать. Теперь в туризме есть определенные продукты, как в любом направлении бизнеса есть свои продукты. У нас он называется турпродукт. Что такое турпродукт? Это комплекс услуг, объединенных единой целью путешествия. Или проживание, и питание, экскурсии, трансфер, дополнительные услуги, сервисные услуги. Все входит в понятие турпродукт. И вот в рамках турпродукта есть такое понятие, как туристский маршрут. Сейчас, конечно, я вам все ГОСТы давать не буду, а их 11 ГОСТов по формированию турмаршрутов. Сейчас мы с вами рассмотрим только самые реперные точки, те, которые максимально влияют на формирование в голове определенного маршрута. Итак, что такое турмаршрут? Есть понятие официальное, это трасса передвижения туристов, рассчитанная по времени, с программой получения основных и дополнительных туристско-экскурсионных услуг. То есть это определенный путь движения туристов, и этот путь должен быть насыщенным. Насыщенным он измеряется во времени, и он измеряется в основных и дополнительных услугах. Позже мы с вами разберемся в них. Итак, есть еще понятие тур. Тур – это как раз то, что вмещает вот этот туристический маршрут, туристский. Тур – это цепочка обслуживания в рамках программы турмаршрута в конкретные определенные периоды времени. То есть вот первый шаг идем, дошли до определенного туробъекта, это раз цепочка, первое звено цепочки. Следующее звено цепочки нам нужно, допустим, покушать на турмаршруте, дошли до определенного пункта питания. Следующая цепочка. Итак, вот по цепочке у нас формируется в комплексе целый тур. Давайте дальше посмотрим. Итак, турмаршрут имеет определенные юридические документы, которые подтверждают форму оплаты, которые подтверждают, что человек готов идти на маршрут. Но, во-первых, это все начинается с бланка заказа. Есть определенные бланки, они в свободной форме, можно их сделать. Бланк заказа, бланк заявки, либо лист бронирования, или любые прочие бланки, которые говорят нам о том, что люди готовы идти по этому маршруту. Вот, они изъявляют желание. Второе, что мы им предлагаем, если это индивидуально, то это туристская путевка. Это документ строгой бухгалтерской отчетности с контрольным талоном, где написано, когда, во сколько стартует маршрут, кто идет конкретно, фамилия или группа, или конкретная фамилия человек. То есть вот форма туристской путевки тоже обязательная часть для фиксации вот этого маршрута. Но если мы говорим о международной форме путевки, то она звучит по-другому немножко. Не тур, путевка, а ваучер. Ну и, конечно же, если это групповое обслуживание, то мы имеем перед нами, должен быть договор на туробслуживание, на экскурсионное обслуживание, и акт, счет, все как положено в гражданско-правовых отношениях. Но для того, чтобы мы реализовывали наши маршруты, есть определенные юридические требования. Мы должны быть либо турагентами, мы должны быть либо туроператорами, то есть у нас должны быть права на проведение этого вида деятельности. То есть если мы, допустим, туроператор, как я представляю, туроператор ООО «Ясно», этнокомплекс «Ясно», зовут меня Клементьева Елена Гермогеновна, я заместитель директора комплекса. Так вот, мы туроператоры имеем лицензию на право туроператорской деятельности. Все гиды-экскурсоводы у нас сертифицированы, все маршруты у нас сертифицированы с точки зрения ГОСТов, и поэтому туристы, которые идут по нашим маршрутам в этнокомплексе, они все идут с точки зрения стандартов качества, изложенных в этих ГОСТах, там и с точки зрения безопасности, и с точки зрения содержания, наполняемости маршрутов. И вот эти
особенности тоже нужно учитывать при проектировании турмаршрутов, то есть требования, изложенные в ГОСТах, потому что требования, допустим, связанные с маломобильными гражданами одни, требования, связанные с детьми, совершенно другие, и вот эти особенности обслуживания того или другого клиента мы должны учитывать в своей работе. Поехали дальше. Итак, давайте разберемся, какие туры и маршруты бывают. Ну, они делятся по нескольким направлениям, я тут некоторые только выделила, хотя они делятся гораздо глубже, дольше. Ну, думаю, для ваших литературных маршрутов, в принципе, вот этого деления достаточно. По цели путешествия маршрут может быть как отдых на природе, в горах, на море и так далее. То есть вот есть цель отдохнуть, и маршрут связан именно с этим. Следующая классификация – это по типу турдеятельности. Есть внутренний, въездной и выездной. Вы работаете в литературных маршрутах своих именно на внутреннем, то есть мы внутри своей республики моделируем определенные маршруты. Въездной – это когда иностранный турист въезжает на территорию России, а выездной – это когда наш российский гражданин выезжает за рубеж. То есть вот так вот и делятся типы турдеятельности, по типу турдеятельности маршруты. Следующая классификация – это по содержанию программ. Есть разные маршруты, есть тематические, вот как ваш литературный маршрут, допустим, связанный, допустим, с Иваном Яковлевичем Яковлевым, да, или еще с каким-то другим литературным деятелем нашего Чувашского края. Это тематический маршрут. Есть курортно-оздоровительные маршруты, ну, название само за себя говорит, да, зачем этот маршрут нужен. Есть спортивные, комбинированные, которые сочетают в себе и тематические, и курортно-оздоровительные, и спортивные программы. Вот. Следующая классификация – это по построению трассы. Есть маршруты линейные, то есть от одной точки двигаемся к другой точке, потом опять к следующей точке двигаемся, ну и где-то вот у нас маршрут заканчивается. Есть радиальные маршруты, есть какой-то определенный, чем он отличается? Есть определенный какой-то туробъект, мы от начала старта маршрута идем до этого туробъекта, ну и все, и там и заканчивается. То есть это одно звено линейного маршрута, по сути, ну, радиальный называется маршрут. И следующий маршрут кольцевой. Вот, на мой взгляд, кольцевой наиболее грамотный с точки зрения режиссуры построения. Почему? Потому что мы начинаем с одной точки, дальше двигаемся на другую точку, следующую, и заканчиваем маршруты, опять возвращаясь к началу. И, знаете, получается такая психологическая особенность, когда человек начинает, с чего начинает, тем же он и заканчивает. И все, что вы говорили на звеньях этой цепи, этого маршрута, автоматически, психологически в голове человека прокручивается еще раз. То есть кольцевые, на мой взгляд, маршруты самые такие вот, с точки зрения психологии восприятия, самые грамотные. Ну, это право вашего выбора, какой маршрут у вас пойдет, в зависимости от того, какие туробъекты вы будете нанизывать на свой маршрут, поэтому может быть и линейные, и радиальные тоже. Давайте дальше разберемся. Значит, у нас есть классификация туров еще и маршрутов по полувозрастному признаку, начиная вот с ребенка и заканчивая пенсионером. У каждого возраста есть свои особенности, и эти особенности диктуют нам способ преподнесения материала на турмаршруте, поэтому это мы сейчас попозже чуть-чуть с вами разберем, когда будем разбирать клиентов, какие у нас клиенты бывают и как с ними экскурсоводу надо работать. Ну а так знаете, что на каждый возраст есть определенные требования по преподнесению того или иного материала. Это мы попозже рассмотрим. Итак, следующая классификация, которая вам пригодится в моделировании литературных маршрутов, это по системе продаж. То есть это инклюзив-туры или индивидуальные туры. Какие инклюзив-туры? То есть это очень жесткие туры, ну, в смысле жесткие, то есть там все четко регламентировано, все прописано. Шаг влево, шаг вправо, там в принципе отклонения невозможны. Идешь конкретно по конкретному маршруту, без всяких дополнительных индивидуальных хотелок и моголок, как мы говорим. А вот индивидуальный маршрут, он идет на индивидуальную группу. В наших ГОСТах, тургостах есть такое требование. Индивидуально это люди, состав группы до 5 человек. Так вот, если у вас мини-группа такая до 5 человек, можно, в принципе, сформировать индивидуальный маршрут с учетом их потребностей, их желаний, их особенностей, да, восприятия информации. Моделируется персонально индивидуальный маршрут под персонально индивидуального клиента. Вот. Ну и в системе продаж этот индивидуальный маршрут, конечно, стоит гораздо дороже, в 2-3 раза дороже, нежели инклюзив-туры. Ну и следующий, ну понятно почему, потому что мы выполняем
конкретный тур под конкретного человека. Это гораздо дороже должно быть. Следующая классификация по маршрутам – это по организации турдеятельности. Есть плановые маршруты, есть самодеятельные маршруты, а есть социальные. Думаю, вот в рамках ваших требований в литературных маршрутах будут наверняка плановые. У вас есть наверняка план работы с читателями, план работы с посетителями библиотек. И вот в плане работы вот такие плановые маршруты, когда, в какой период, когда начало, когда стартует какой маршрут, можно вполне сориентироваться и под эти плановые сроки подбирать уже определенных экскурсантов для того, чтобы они шли по этому маршруту. Самодеятельный – это какой маршрут? Это когда сам турист сам себе планирует маршрут, не с помощью каких-то там туроператоров или турагентов. Ему интересно поехать туда, отдохнуть здесь, сходить туда. И вот он сам, как самостоятельный сам себе туроператор, моделирует себе маршрут и по нему едет. Либо на автомобиле собственном, либо там на другом средстве транспорта. Ну, такие вот, как мы говорили раньше, вот на юг едут стихийные туристы. Вот, ну, это не стихийные, это осознанные туристы, но те, которые самостоятельно моделируют маршруты. Я думаю, с этими вы туристами не свяжетесь на своих литературных маршрутах. Ну, такие возможны. Могут приехать, мне интересно, допустим, история Кокеля. Ну и приедут к вам самостоятельно. Можно их немножечко трансформировать под ваш плановый турмаршрут. Социальные маршруты – это те, которые ориентированы на социальные слои. Такие, допустим, как маломобильные граждане, там, дети с ограниченными возможностями здоровья, там, слепые, еще какие-то, то есть, или старики, социальные центры реабилитации, то есть маршруты, которые подстроены под их систему восприятия, вся экскурсия подстроена под их особенности здоровья, и вот такой социальный маршрут тоже имеет право на существование. Следующий маршрут, который, возможно, по классификации вам пригодится, по сезонности, круглогодичные или сезонные. То есть есть маршруты, которые работают только в конкретный сезон. Например, вот в вашем случае под конкретный юбилей какого-то писателя. Сезон, да, если вы юбилейные какие-то маршруты делаете. Юбилей прошел, сезон закончился, маршрут закончился. Круглогодичные – это какие-то постоянные маршруты, это та тематика, которая всегда во все сезоны, зимой, летом, осенью, весной, будет актуальна для вашего района. Ну, допустим, на родину я не знаю, кому, к Кокелю, на родину к Василию Ивановичу Чапаеву, на родину еще кому-то. И вот такой вот маршрут, он, по сути, круглогодичный. Всегда можно приехать на родину и узнать о творчестве, деятельности того или иного деятеля литературы. Вот. Но я думаю, вот этой классификации вполне достаточно. Есть еще дополнительные классификации там, по системе питания, по системе размещения, по системе трансфера, кто по железной дороге. Но для вашего, как сказать, восприятия вот этого достаточно классификации, потому что у вас ни железной дороги не будет, да, там, спать они, я не знаю, в гостиницах будут, не будут. То есть, ну, если такое есть, если у вас будет тур выходного дня, не однодневный маршрут, а, допустим, 3 дня, 2 ночи, или 2 дня, 1 ночь, там, или еще более дольше, тогда, конечно, нужно будет моделировать и систему питания, и трансфер проживания, и дополнительные какие-то интерактивные программы, потому что только экскурсия, сейчас экскурсии больше востребованы у нас не просто вот слушаем гида экскурсовода, но с какими-то интерактивными программами, то есть когда есть определенная творческая форма работы, презентация или там какая-то постановка, театр обряда или еще что-то, которые способны расшатать еще больше, еще глубже, способны погрузить наших экскурсантов глубже в нашу тематику. Причем вот имейте в виду, кто такие экскурсанты, кто такие туристы, надо все-таки для себя иметь разграничение этих понятий. Экскурсант – это тот, который путешествует до 24 часов, так написано в ГОСТе. А тот, кто путешествует больше 24 часов, это уже турист считается. Поэтому если вы моделируете однодневный маршрут, то у вас будут экскурсанты. А если больше 1 дня, то это будут туристы. Вот. Ну, литературный маршрут, я думаю, на уровне экскурсантов сейчас вам будет достаточно для начала, для старта. А если уж у вас маршрут будет насыщенный, глубокий, очень много интересных литературных таких вот фактов будет в районе, то, конечно, можно маршрут расширить и до туристского восприятия. Давайте дальше.
Итак, давайте разберемся в этапах разработки туристского маршрута. Есть определенные этапы, 10 этапов. У каждого маршрута есть еще и документация в конце. Мы тоже как бы об этом обсудим сейчас все эти темы. Давайте поэтапно рассмотрим все элементы проектирования турмаршрута. Итак, первое, что нужно сделать, нужно установить установление и исследование туристских ресурсов по предполагаемой трассе маршрута. То есть вы знаете, у вас есть такие-то особенности, такие-то ресурсы. Какие туристские ресурсы? У вас на сегодняшний день они бывают разные. Есть природные ресурсы, есть музеи, да, есть библиотеки, может быть, в библиотеках там тоже какие-то интересные, есть дома-музеи разных авторов. Поэтому нужно вот эти все туробъекты как-то вот все вместе собрать, как банк данных, да, что есть на этом маршруте по этой тематике, что может касаться, и вот небольшой такой списочек себе составить. Мы нанизываем турресурсы, какие у вас есть объекты, связанные с этой тематикой. И смотрим, где они находятся географически. Это вот в одной деревне, это вот еще где-то, это еще где-то. Приблизительно точки этих туробъектов мы расставляем. Это первое, что нужно сделать. То есть информационно насытиться, что дает вам ваша территория с точки зрения литературного маршрута вашего. Второе, что мы должны наметить, это маркетинг рынка на туристские услуги по данной трассе. Вот у вас получились 1, 2, 3, 4 точки на маршруте. Вы смотрите, как их лучше соединить, откуда стартовать, с чем закончить. Может быть, это будет кольцевой маршрут, может быть, радиальный или линейный маршрут, по-разному может быть. Но в любом случае нужно понимать, проанализировать, кто работал на этих тематических ресурсах. Может быть, какие-то учителя уже вводили на этот маршрут, какие-то музеи есть в цепочке нашего турмаршрута, и проанализировать, что такое маркетинг рынка, понимать, какие сильные стороны были, когда внедрялись вот эти туробъекты в сознании наших экскурсантов, слабые стороны этих туробъектов, что нужно еще подправить. Элементарно даже на маршруте, на некоторых маршрутах нет определенных туалетов даже, понимаете, вот сервисных услуг нету. Вот. Ну и вот это вот самому пешком пройти по всем этим объектам, проанализировать, какая информация на каждом объекте есть, сильные стороны этой информации, слабые стороны этой информации. То есть нужно полностью каждый шаг проанализировать для того, чтобы понимать, что нужно откорректировать для того, чтобы маршрут выстрелил. Если этот план корректировочных действий с точки зрения маркетинга, с точки зрения рынка, восприятия, да, клиента мы не сделаем, то турмаршрут у вас просто повиснет, он никому не будет нужен. Поэтому обязательно нужно пройти пешком и посмотреть, как рынок диктует изменения к этому туробъекту, к конкретному туробъекту, для того, чтобы маршрут был интересным. Теперь дальше смотрим. Третий этап – это определение типа маршрута. Ну, с точки зрения транспорта, сезонности мы смотрим, да, как мы дойдем до этих точек. Пешком пойдем, на автобусе пойдем. Каким образом добираться будем от одной точки до другой точки. Это нужно тоже все смоделировать. Это тоже определенные деньги, их надо просчитать. Вот. Если это сезонность, то в какой сезон мы пойдем? Осенью этот маршрут будет действовать, летом, зимой, когда этот маршрут будет работать. Вот. И все это тоже нужно изначально как исходные позиции для проектирования турмаршрута иметь в голове. Следующее, четвертое, это построение эскизной модели маршрута. Вот мы всю эту информационную базу в своей голове уложили от пункта 1 до пункта 3. Дальше мы с вами должны понимать. Так, вот отсюда мы начнем, делаем эскиз. Дальше лучше пойти сюда. Тема хорошо развивается именно таким образом. Дальше тему лучше развить вот с этим туробъектом. Пойдем дальше туда. И таким образом, шаг за шагом, выстраиваем определенную нашу тематику в кульминационном развитии. Все точно так же, как в литературном произведении. Есть начало, зачин, есть продолжение, есть кульминация. И в конце, вот на кульминации нужно закончить этот маршрут для того, чтобы все-таки в голове нашего экскурсанта сложился благоприятный образ этого маршрута. Почему? Потому что дальше этот экскурсант, пройдя по вашему маршруту, как сарафанная модель, будет работать со всеми остальными. Он говорит, ну знаете, как интересно, я вот прогулялся по этому маршруту, очень советую и вам пройтись. Поэтому строим маршрут по литературному произведению. Вот как выстраивается литературное произведение по нарастающей.
Это четвертое, то есть эскизная модель с точки зрения начала, развития действия, кульминации и концовка. Вот так будет наиболее грамотно, если у вас прокладывается литературный маршрут. Дальше, пятое. Привязка маршрута к пунктам жизнеобеспечения. Вот это вот то, что я вам говорила, обязательно, потому что мы не только шагаем, мы не только слушаем, мы еще и кушать хотим, правильно? Мы еще хотим сходить в туалет, мы еще хотим просто отдохнуть и поговорить. И вот эти вот минутки на то, другое, третье, пятое мы должны тоже в маршруте предусмотреть. Здесь мы остановимся, перекусим, здесь у нас будет какая-то чайная, литературная, ну не знаю, гостиная, может быть, мы откроем, здесь еще что-то. Ну, вот такие интерактивные программы, спокойные, свободно, не просто слушаем экскурсовода, а может быть даже переоденемся в какие-то одежды, фотосессию какую-то устроим. Вот такие пункты жизнеобеспечения и разнообразие маршрута мы с вами должны изначально тоже спроектировать, потому что когда идешь по маршруту и нет этих пунктов, то экскурсант чувствует себя не очень комфортно. Дальше. Шестое. Обязательно нужно разработать схему безопасности маршрута. Это обязательное требование. Что такое схема безопасности? Каждая, вот когда вы на этапе тестирования своей туруслуги ходите по каждому объекту, предполагаемому в будущий литературный турмаршрут, то обязательно нужно посмотреть с точки зрения безопасности, все ли на каждом пункте хорошо. То есть, если это будет транспортная доставка до определенного туробъекта, то нужно понимать, где должен, допустим, автобус остановиться, все ли там в порядке. Если вы идете в лес, что там, осы, пчелы, что там еще, тоже безопасность. Если еще куда-то идете, то есть каждый туробъект будет диктовать вам определенную схему безопасности. То есть для того, чтобы экскурсант чувствовал себя комфортно, вот, безопасно, чтобы все было рядышком. Вот эти вот элементы обязательно нужно продумать тоже. Следующее. Мы составляем, вот после всего то, что мы сейчас с вами прошли, 6 пунктов, дальше идет 7-й пункт, разрабатываем паспорт маршрута. Ну, это определенный документ. Форму документа мы потом вам вышлем в продолжение нашей видеоконференции. Как он выглядит, паспорт маршрута, тоже формы вы будете иметь. Вот именно по этому паспорту маршрута это и будет вашим творческим таким полетом, вашей разработкой. Вот. Этот паспорт маршрута нужно согласовать со службами. Но вот маршрут ведь не только литературный бывает, правильно? Есть маршрут по горам, есть маршрут по водопадам, есть маршрут по различным там целебным, допустим, каким-то озерам. Вот. Но эти маршруты, знаете, экстремальные, поэтому согласовать со службами МЧС вот этот маршрут тоже нужно. В вашем случае, в литературном маршруте, наверное, вот таких вот служб МЧС не будет, надеюсь. Вот. Но если какие-то службы необходимы, ну, посмотрите, там туробъект все равно будет безопасность свою диктовать, то тогда с этими службами тоже нужно согласовывать этот маршрут. Теперь 9-й пункт – это обкатка маршрута. Обкатка маршрута происходит в нескольких вариантах. Это может быть, во-первых, что-то типа рекламного тура, да? Вы приглашаете средства массовой информации, там местное радио, там и каких-то журналистов местных, и каких-то экспертов, которые учителей в районе, сами принимаете участие, те, которые хорошо знают, информационно знают очень хорошо ваш район. И вот эту вот фокус-группу ведете по маршруту. Дальше спрашиваете, что понравилось, что не понравилось, что нужно откорректировать, что нужно углубить, что добавить желательно. Вам экскурсанты подскажут всегда, как лучше, как комфортнее, и именно под их запросы дальше можно откорректировать маршрут. Можно обкатывать маршрут не только на вот таких вот фокус-группы, могут войти не только вот такие вот энтузиасты, краеведы местного уровня в каждом районе, могут войти и в фокус-группу потенциальные ваши потребители, на кого вы планируете этот маршрут. Допустим, вы планируете школьников повести по своему маршруту. Так вот, возьмите фокус-группу, например, старшие классы, да, дети старших классов. Литературный маршрут как раз для старшеклассников. Так вот, возьмите старшеклассников, те, которые любят литературу, знают эту тему. Ну, в качестве поощрения совершенно бесплатно поведите этих старшеклассников по вашему такому экспериментальному маршруту. А потом, после маршрута, спросите их,
Что понравилось, что не понравилось. Такая обратная связь, круглый стол, что лучше, как лучше, а что еще лучше. Вам какие элементы добавить, что убрать, где было муторно, где было скучно. И вот эти вот моменты нужно все фиксировать в этой фокус-группе для того, чтобы дальше включился план корректирующих действий. Вот. И по этому первому отзыву можно уже изначально маршрут, можно 2 отзыва, можно несколько групп пропустить в качестве экспериментальных групп. Маршрут потом можно откорректировать. Как еще можно откорректировать? На чем можно обкатать маршрут? Можно пригласить всех туроператоров Чувашского края. Например, меня, там, экспертов дополнительных, те, которые в туризме не первый год работают. Вот. Можете пригласить. Мы все, как эксперты в своей отрасли, пройдем по вашему маршруту. Вот, посмотрим, где плюсы и минусы уже, как действительно люди, которые не первый год занимаются этим делом. Вот, и вам подскажем с точки зрения экспертов, как лучше этот маршрут выстроить. Тоже это будет своеобразная обкатка маршрута. Ну, правда, сейчас турсезон открыт, эксперты больше всего заняты, но если уж у вас действительно стратегически такой брендовый маршрут для республики, для этого, я думаю, любой эксперт время найдет для того, чтобы приехать к вам в район и по вашему маршруту пройти. Вот так вот мы обкатываем маршруты. Ну и в конце, вот 10-й пункт, это у нас утверждение уже паспорта с точки зрения корректирующих действий. Мы все корректировки с паспорт маршрута внесли. И вот у нас уже получился конкретный маршрут, который идет уже на утверждение, я так понимаю, у вас в Национальную библиотеку Чувашской Республики. Здесь уже будет конкурс этих маршрутов. Мы будем их смотреть и утверждать самые лучшие. Я так поняла. Цель нашей сегодняшней встречи. Ну, давайте дальше пойдем. Итак, давайте посмотрим, что может включать в себя тур. Тур включает в себя комплекс услуг по размещению, питанию, перевозке туристов. Видите, вот. Если у вас это не однодневный тур, а многодневный тур, то, конечно же, размещение, питание, перевозка – это обязательные вещи. Следующее – экскурсионные и другие услуги, предоставляемые в зависимости от цели путешествия. Что такое экскурсионные услуги? Ну, это конкретно гид-экскурсовод ведет по маршруту, правильно? Что такое другие услуги? Другие услуги – это какие-то дополнительные возможности, интерактивные программы, мастер-классы или еще что-то, какие-то литературные гостиные или ожившие герои из произведений наших вот, писателей, которые вживую вот тут вот ожили и начинают общаться с нашими туристами. Нет, в нашем случае не туристы. Если однодневный маршрут, то это экскурсанты. Вот, поэтому другие услуги можно моделировать с точки зрения, ну, как сказать, креативности маршрута. Ну, так вот, чтобы было не скучно, не муторно, а весело. И различные формы работы, они, наоборот, увеличивают, укрепляют, углубляют внимание наших экскурсантов. Ну, и так получается веселее идти по маршруту, нежели просто один гид-экскурсовод ведет весь целый день экскурсионный маршрут. Это сейчас уже не практикуется. В основном, даже если трехчасовые экскурсии даже в городе Чебоксары, они все равно наполняются какими-то интерактивными вещами. Вот, даже 3 часа уже интерактив присутствует. Хотя гид-экскурсовод, конечно, основную роль играет на этом маршруте, но в любом случае интерактив обязателен.